Всем большой привет! Я в родной деревне, а это значит у нас опять, вернее снова, вернее как всегда, у нас намечается рыбалка. Все собрано, все упаковано. Вот наш ураганчик после купания. И сегодня у нас 16 ноября на календаре. Ну, на следующий день у нас рыбалки не получилось. Почему? Да потому что ударило тепло, целый день лили дожди, не было смысла ехать рисковать, лед и так, вернее его не было, а целый день лил дождь. В общем, оставил это дело на потом. Вчера перешло плавно на минус, и сегодня уже минус 13 градусов, а это значит можно смело выдвигаться. Посмотрим, что у нас там с нашими жерлицами, отдолбим, поставим по новой. Будем ловить живцов, потому что запас живцов, который я ловил в ведре, они сдохли. Пару слов о урагане. Купание не прошло бесследно. В общем, глянул щуп, была эмульсия. Вот еще тоже по этой причине мы никуда не поехали. Вторая причина: пришлось ехать в райцентр покупать масло. Слили, вернее, пока было тепло, слил сразу масло. Сегодня, сейчас вам покажу, вот какое масло стало. Заливал свежайшее масло. Вон какое оно стало за одну поездку. Вот сейчас вот эмульсии не видать, минус 13. Оно почернело полностью. И все пузырьками была эмульсия. Наверное, вниз села. В общем, посмотрел я щуп. Вон даже видно так вот то, что хреновое. Литр 150 слил масла. Залил свежего. Всегда заливал синтетику. На этот раз залил полусинтетику. Не знаю, как оно покажет себя в морозы. И еще не знаю, что случилось. Пропали холостые обороты. Не знаю, восстановится, не восстановится. Если будет мозг компостировать, придется разобрать карбюратор и посмотреть, почистить его, смазать, там продуть. Может быть, туда что вода попала. Заводится все нормально. Поставил аккумулятор. Теперь у меня работает стартер. Все нормально. Так, кран открыт. Стартер у нас работает теперь. Можно все. И сразу глохнет. Надо играть подсосом, прогреть двигатель, потом быстро-быстро пересаживаться, и на оборотах оно держит, короче. Не знаю, прочихается, не прочихается. Если нет, будем что-то думать, что и как делать. Вот. Ну а так, в принципе, ведра взяли, корыто взяли, крючок взяли, тюрьму взяли, ловушку взяли, пешню взяли, ледобур взяли. Вроде все взяли, ничего не забыли. Термос взяли, перекусить. Ночевать сегодня будем здесь. Протопил уже печку, закрыл. Крупные угли, чтобы пришел, здесь было тепло. Ну все, погнали. Погода у нас сегодня реально зимняя. Вот такая вот красота. С морозе солнце. Птички клюют. Хохлатые вот эти, которые всю черемуху у меня склевали. Перешли плавно на рябину. Осадки черемухи сушеные вон склевывают. Все прекрасно, все красиво. Погнали. Посмотрим. Все потеплело, дороги все растаяли. Ну, основной снег, конечно же, полностью не растаял. И я думаю, уже не растает. Поехали.
Прохладненько. Так, ну вот, с ветерком прокатились. А что у нас Печоры? А Печора матушка у нас идет. Идет по новой. Это одно из двух. Или прорвало там то, что склеивало, что маловероятно. Или от того, что минус 13 по новой образовалась шуга и идет. Ну ничего страшного. Если большого потепления не будет, потихоньку склеится. В принципе, лед здесь есть. В принципе, вода чуть прибыла. В принципе, можно здесь попробовать хариуса половить. Но не будем терять времени. В первую очередь надо закинуть жерлицы. Ну а потом уже все остальное. Возможно, завтра проверим лед Печоры. Пока пусть намерзает, пусть покрепче будет. Поехали. Поехали. Друзья, покажу по светлому, что мы тут, где мы утонули и как мы отсюда выходили. Вон здесь нас Денис на буране вытащил. Вон такая крутая горка. Вон такая крутая горка. Если бы по светлому днем, я бы, конечно, увидел, что здесь вода. Но я, не глядя вот сюда, вот по крутую горку, не глядя, поехал. Вот она. Речка Спорный-Ёль. А вот этой воды здесь никогда в жизни не было. Вон, вижу отчетливо следы от зубов бобра. Вон грызет. Да, так и есть. Вот он. Все завалил сплошняком. Вон тут съел. Вон ивняк грызет и роняет. Все. А плотина, скорее всего, там где-то ниже. Вот образовавшуюся плотину поднялся уровень воды. Сегодня, возможно, мы бы и не утонули. Но в тот раз было еще... Вон сюда мы рехнулись. Вот сегодня это хорошо. Вон. Сегодня мы проскочили бы запросто. В прошлый раз вот сюда, в эту ямину, мы и рюхнулись. А тут где-то по пояс воды. И вот в обратку туда потом Денис нас выдернул. Вот такую вот каку-бяку сделали эти зубастые. Ловить их некому, и мне некогда. Плотина где-то там ниже получается. Никогда в жизни этого не было. Всегда был берег вот там. А теперь и эта речка тоже разлилась. Не знаю, сейчас есть мне здесь малек. Льда-то здесь километр, вон, все замерзло. Ну, коль пришли, в принципе, можно, наверное, и ловушку поставить. Вот. Мы обычно ставили раньше ее где-то здесь. Вон сачок замерз, вмерз, вернее, в лед. Ну-ка, как лед. Ну, коль пришли уже, давайте закинем ловушку, наверное, сюда, посмотрим, может, хоть несколько мальков влетит, а то поймаем, не поймаем, там живцов хрен его знает. Выдолбим майну и закину ловушечку. Так, ну что у нас? В принципе, все готово. Майночка готова. Бутылочку принесли.
Мальков. Мальков пока нет. Вот они есть. Вижу мальков. Раз, два, три, четыре. Он, не знаю, видно ли вам, не видно. Но они есть. Малек не крупный, гальян речной. Он плавает. Значит, на комбикорм, на запах комбикорма должны влететь. Много-мало не знаю, но подойти должны. Несколько гранул комбикорма. Так, оставим немножко на следующий раз. Может быть, забуду. Много не надо. На запах они. Главное, долго. Ненадолго оставлять, вернее. Вот сегодня, завтра проверить. Малек еще будет. Опа, прилип. А если оставить там на неделю, то они уже наоборот выходят обратно. Так, ладно, пробуем. Господи благословен. Брут. Вот так вот. Не так у нас не пойдет. В тину вошла. Вот так вот. Так будет, наверное, интересней. Ну, зайдут, нет, так и нет. Водоросли, тина, очень высокий слой. Их проблема. Зайдут хорошо, нет, так и нет. Ну все, в принципе, все запланированное сделано. Сейчас полным ходом идем на озеро и будем пробовать ловить живца там. Погнали. И так уже времени потеряли. Время, наверное, уже часиков 10, если не больше. Ну вот мы и на озере. И давайте сейчас попробуем перейти на лед. Хотя я и так вижу, уже все нормально. Весь снег от дождей растаял. И сегодняшний мороз сковал напрочь и основной, и верховой лед. Я так думаю, без проблем мы сегодня должны выйти на лед. Вижу, там кто-то уже рыбачит. Это Димка, наверное, односельчанин. Так. Сейчас. Без всякого риска, я так думаю. Но все равно спешнее надо проверить. Возьмем ледобур сразу. И здесь мы пробовали выйти. Вот тут вот я натаптывал. Возле берега-то, конечно, еще пробилось. Но так думаю, что вот здесь уже нормально должно быть. Все хорошо. Все, мы на льду. Кто-то здесь уже рыбачил. Вижу лунки или что это такое. Нормально. Лед капитальный. Вот такой вот лед мне нравится. Даже вот не пробивается с одного раза. Замучаемся бурить даже. Выставил жерлицы уже. А что мы ходить будем туда-сюда? Пойдем. Сразу возьмем жерлицы, снасти. Вот такой вот лед мне нравится.
без всякого риска, уверенно. Тем более даже снега нет, немножко скользковато, но все это ерунда. Я так думаю, сейчас везде можно пройти, наверное, чтобы по кустам там не ходить. Вот здесь сейчас, наверное, пройдем мы. Вот, спокойно, спокойненько. Вот это лед, вот это красота, я понимаю. Все, берем снасти и идем рыбачить без страха. Привет рыбакам! Ну чё, как делишки? Кого нету? Вообще никого нет? Ну, пару штук. Жерлицы стоят, значит, что-то поймал. Пару штук вот и поймал. Окушков или плотву? 2 плотвы. Сколько? 5 окушков. Плохо берет, да? Ну, может, морнушки такие у меня, я не знаю. Это там мои горят, да? Ну, вот это да. Вон 5 штук есть только, да. А, ты 5 жерлиц поставил? Да, у меня больше нет. Да. Сработок не было? На машине кто-то поехал, да? Буханка, да, какая-то утром уехала. Серая? Белая. Ну, светло-серая. Ну, такая, ну, понял. Ну, тут машина и буран какой-то один туда уехал, не знаю. А, Игорь, наверное. Ну, в Тысае где-то. Там голоса слыхать было. Ты давно уже? Ну, сколько, 7:30 я уже здесь где-то был. А, И не хотят. я пока печку растопил, пока масло поменял, пока то все. Ну, быстро еще, 11-то еще даже нет. Холостых так и не появилось, но предохранитель убрал целку с карбюратора, сейчас летает. Думал, газ добавлю, появится, что-то тоже ни хрена. Здесь особо не полетаешь же по такой дороге-то. Ну, да. Гололед. На Козьяворе не пробовал? На Печоре не выходил. Там тоже, смотри, ладно, думаю, жерлицы поставлю, завтра попробую. Лед-то там по-любому есть. Сейчас должно схватить было, да? Так, ладно. Я пока еще ловушку еще закинул в Порноёль. Ну я слышал, там останавливался, да, я думал, кто-то другой-то может. Ну, Шурик может там. А что, слышно, да? Слышно было, ну, как приехал. А, ветер сюда, да, ну. Так, ну что, проверим. Дима говорит, ни хрена не ловится. Пробурил одну луночку. А? 7 штук поймал. 7 штук. 2 плотвы и 5 окушков, да? Сейчас попробую блесну покидать. Потому что окуневое место у нас там дальше еще. В первую очередь попробую блесну. Потом все остальное. Такая вот блесенка от Михаила Пантелея. Немножко уже потемневшая. Ну, я так думаю, большой роли не играет. Если окунь есть, если он хочет есть, должен клюнуть. Сначала попробуем половить окуня. Опа! Что ты говоришь, не клюет? Вон! Сразу вон! На блесенку. Там я пробовал, там не брал, и здесь другая. Не знаю, вон я только один раз подкинул и сразу клюнуло. Так, а у меня ведро даже не приготовленное. Даже не ожидал. Буквально сразу, считай. Так. Это хорошо. Обрыбились уже. Первый окушок есть. Так, где бы воду набрать? Водичка, водичка. Опачки. Так.
Это хорошо. Если окушков наловим, поставим сначала на окушков жерлицы, а потом уже будем колдовать, ловить там плотву, еще там что-нибудь. Так, пока хватит. Надеюсь, выживет. Ну, попробуем еще. Случайность это была или закономерность. Ударил сразу. Буквально со второго раза, наверное. Все, один и был. Не может быть. Штук пяток-то хотя бы должно быть. Видно, да? Ну, так нечестно. Мелкого окуня здесь в этом озере очень много, но бывает и нормальные такие попадаются. Даже на килограмм есть. Мало, может, сетями вылавливают, но они есть. На малявку надо. На малявку щучки сразу будут хапать, рвать. Я здесь что и начал жерлицы-то ставить, потому что на малявок начал ловить, и они начали у меня рвать их, блин, блесенки. Все. Ладно, давайте немножко пробуримся и будем искать этого окуня. Может быть, он здесь один и был, но сами видели, да, ударил сразу. Ну, как обычно. Первая лунка, первая поклевка сразу и тишина. Он пробурил 4 лунки. Ни одной поклевки больше не было. Рано радовались. Сейчас попробуем еще на удочку. Какую-то мормышку поставлю. Типа гвозди шарика или еще что-нибудь такое. И не будем время терять. Пойдем на ямку, прикормим луночки и будем пробовать ловить плотву. Тем более на плотву, я так думаю, щука интереснее брать должна. Плотва-то крупная, Дим? Нет, как раз вот самый раз на жерлице. Ага. На опарыша? Да. Сейчас попробуем. Ну вот, второй окушок. В общем, поменял блесну на мормышку. И клюнул. Тут вот ближе к берегу подошел, здесь немножко помельче. Такой же вот большой жерличный окушок. Сейчас, если еще раз клюнет, покажу мормышку. Так-то это без мотылка как бы. Но я подсадил опарыша. Не знаю, на какой глубине. Леска до дна не дошла. Леска здесь у меня короткая. Потому что прошлый год был зацеп, оборвало. Я что-то так и не добавил. Не поменял. Что, опять 11, что ли? Ну, мне надо как минимум хотя бы штук 8 поймать, чтобы поменять жерлицы. Снарядить, потом уже начнем ловить живцов.
понимаю, его может быть нету. Потому что клюет-то вроде бодренько. Ну-ка попробуем на стоячку. Тоже не хочет. Может быть, его нету. Ладно, сейчас пройдемся. По луночкам пройдемся еще. И пойдем все-таки прикормим луночку на яме. Будем пробовать ловить плотву. Прошлый год это у нас неплохо получалось. Хорош баловаться. Была поклевочка. Еле-еле робкая поклевочка, подсек. Но сошло. Говорит о том, что аппетит хреновый. Вот он, сбил опарыша. Ну да. Вот тебе ответ на вопрос. И жерлицы вон стоят тоже, не загораются. У Димы поставил 5 жерлиц. И одной сработки. Ясно все с вами. Ну давай мне поймать хотя бы еще штук 5 и начну тоже жерлицами заниматься. Поставим жерлицы и потом уже будем живцу ловить. Так, поклевочка. О, плотвичка. Крупноватая, правда, для живца, но все равно это плотва, а не окунь. Тоненькая леска, маленькая мормышечка. Начало есть. Ну, продолжение будет, нет? Почему-то здесь только в одном месте эта плотва живет, да? Нигде нету, ни по краям, ни в траве, блин. Я там одну поймал. Здесь? Одну сегодня там поймал. А, на мели? А. Надо вторую удочку закинуть. И будем ждать. Пока все. Ну, наконец-то не прошло и полгода. Еле робкая поклевочка. Вообще рыба клевать не хочет сегодня. Ближе к вечеру, может быть, и будет ловиться, но там уже стемнеет и ничего не успеем. Надо пойти хоть отдолбить. Жерлицы приготовить. Опа, блин. Была поклевка, более-менее такая. И походу укололся. Укололась, я так думаю, это плотва. Здесь на червячка маленькая мормышечка. Там на опарыша. Оп, есть поклевка. Ну, давай хотя бы пару штук еще, блин. Вот она. Наконец-то. Наконец-то плотвичка еще одна. В ведре уже лед успел замерзнуть, пока я тут
Больше часа, наверное, прошло, уже коченел. Закинул прикормку. Не знаю, может быть, на запах подошла, может нет. Оп. Ну, давай, 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 давай. Оп, есть. Вторая. Вернее, третья плотвичка. Финская, да. Давай, давай, давай. Клюйте, клюйте. Че, я просто так вас прикармливал. Может быть, их не было, подошли. Не знаю. А парыша, главное, брать не хотят. О, здесь уже ловится, клюет. Вот были бы живцы, сейчас бы мы просто занимались жерлицами, ставили бы, да и все. Надо живцы с лета заготавливать все-таки. Чтобы вот так вот не мучиться потом. Лед нормальный, завтра, наверное, палатку принесу, а то ветерок дует, не жарко. Вон, клюнула плотвище. Иди отсюда, это уже точно не живет. Такая сама сработку сделает. Дима, меняю крупную на мелкую. Мелкую еще поймать надо. Каждой лунки один раз дернет и все. На мормышку? Да, вот сколько сейчас лунок подряд, 5 идут, каждая одна поклевка есть и все. А-а. Повторно даже не дергает. О. Качает, качает. Или что это? Ну, давай. Так, начал замерзать уже. Сейчас еще одно поймаем и будем сверлить, наверное, долбить наши жерлицы. Иначе мы здесь околеем. Надо двигаться. Дима, сколько время сейчас? Без 10 час. Без 10 часа. Солнце уже садится, да? Может, солнце сядет, поклюет, блин. В общем, еле-еле душа в теле наскреб. Плотвичек, наверное, 6-7 и 2 окушка. И вот она здоровая плотва.
Еле-еле в час по чайной ложке. Надо идти отдалбливать жерлицы. Наживить свеженьких. Может быть, вечерний клев щуки будет тоже. Щука рано утром клюет и поздно вечером. Это когда не ловится. Когда ловится-то она в течение дня может. А так, как правило, она днем хрен ты ее заставишь клюнуть, блин. Очень редко. Это когда уже все звезды сойдутся, когда она жрать хочет, тогда уже может и днем взять. А как правило, или утром, или вечером, блин. По крайней мере, на этом озере так. Ну, хотя вот подойдет, видать, одна. Или нету ее, блин. Подойдет, тюк-тюк. Клюнет. Надо греться, короче. Двигаться. Черпак, черпак. А черпак, наверное, у меня в буксе. По идее, можно и на буксе кататься, но нафиг. Лучше не рисковать пока. Да. Это не та лужа. Отсюда уже просто так не вытащишь, блин. Яма-то какая еще. Да. Так, ну что у нас? Наши жерлицы. 2 дня назад дальше этого места мы не могли пройти, потому что лед был только до сюда. Дальше льда не было. Так, и вот у нас такая картина жерлицы мы оставили. И ветром. 2 дня был дождь. Видать, жерлицы не замерзли. И просто их вот так вот, как говорится, унесенные ветром. Вот она, жерлица. А тут даже поводок вытащен, да. Видишь, кто-то вытащил, поводок аж торчит. Это... Ветром там сдуло себе. Хрен его знает. Ветром сдуло, что крючок аж вышел. Ну почему нет? Могут и эти, наверное, норки тоже, наверное, или выдры. Вот 2-я лежит, 3-я лежит. 3 штуки лежат и 2 сработки. Давай начнем со сработанных жерлиц, потом с этими лежачими разберемся. Тут тоже как бы вон с орбиты-то тоже ушла, видишь? Может, кто-то ходил, проверял? Да нет, забрали бы, наверное. Так же бы не оставили, наверное. Ладно, проверим. Не перерубить бы леску сейчас, главное только. Больше всех не люблю замерзшие жерлицы отдалбливать. Так, что мы имеем в виду? Так, перчатки снимем на всякий случай. Ничего мы не имеем, походу. Никто не дергает. Вот такая вот картина. Плотвичка сдохла. Никто ее не нюхал, не ел. Сейчас поставим красивую плотву и будем ждать поклевку сегодня. Возможно, может быть, кто-нибудь тюкнет на живую-то. Почистим только все это от льда. Продолжаем отдалбливать наши жерлицы.
Половину уже отдолбили, насадили. Появилась надежда. И вот на эту тоже, кстати, есть надежда. Отдолбил. Здесь была сработка. И вымотано было полностью. Так что сейчас посмотрим. Может быть, даже что-то здесь и попалось. Не считая перевертышей, сработанных было только нормально сработанных 2 жерлицы. Вот одна и еще одна была. Там был сход, потому что живца кто-то украл. Так, ну а здесь посмотрим, что у нас получится. В неподходящий момент села батарейка у нас. Что-то вроде бы заказывал новые аккумуляторы. Мало держит. Так, ну что, как думаете? Есть здесь щука или нет? Сработка была. Вымотана полностью. Даже запутала куда-то в траву. Травы здесь хватает. Была 100% щука. Но прошло 2 дня. Вон. Трава пока идет. Никто не дергает. Неужели сдохла? Весь идет, но это, возможно, трава. Окунь! Хо-хо-хо-хо. Вот и раз. Дружочек. Вот такой вот окуняра. На плотву клюнул. Ну, тоже неплохо. Вот тебе и щука. Клюнул на плотву вот такой окунь. Плотва-то была не намного меньше. Вон какие окуня здесь есть. Вон какие. Почему не берут на удочку? И у мужиков спрашивал, которые здесь сети ставили. Тоже говорит, 2 или 3 проверки было. Все пустые. То есть рыба, получается, не ходит. Не мигрирует. Так, ну ладно, что. Окунь тоже неплохо. Чистим. И ставим по новой. Текс, вернулись мы опять к нашим удочкам. Проверили наши 8 жерлиц. 1 окунь. Ну и на удочку 1 плотву. Вот весь улов сегодняшний. Вот какой улов сегодняшний. Вот такой вот окунь. И вот такая вот плотва. Кто сказал, что мы не рыбаки, а? Не знаю, будет, не будет вечерний клев. В общем, у нас осталось 4 живца. Надо будет их закинуть в тюрьму. Ну и попробуем еще поймать парочку. Клева нету. Щука не гуляет, не ходит. Ставить жерлицы смысла не вижу. Лучше поставить их с утра, потому что сейчас холодно. Завтра потепление. Лучше по-теплому поставить, меньше замерзнет. А то замучился долбить сегодняшние жерлицы. И толку нету, вот тоже свежими все насадил. Ну посмотрим, если сработка будет, короче, еще поставлю. Но если за вечер 4 жерлицы еще можно поставить. Нет, так и нет. Не клевая сегодня погода. Плотва выеживается. Окунь тоже.
надо приходить с готовыми живцами, чтобы вот так вот не мучиться. Заранее поймать и прийти чисто уже ловить на жерлице. Понимаю, интересно, когда ловится. Когда мороз и ветер, еще не ловится нифига. Интересного мало. Не знаю, что это было, но поймал вторую плотву подряд. Или это вечерний клев, или просто так случайность. Каждый живет сейчас на вес золота. Только домой я их везти не буду, закину сюда в бутылку, в тюрьму. И завтра будут у меня уже готовые живчики. С утра. Вот раз, два окуня что было. И уже 4 плотвички. О, блин, что? Вот когда нужна крупная плотва, она не ловится, блин. Когда не нужна, они тут клюют, блин. На живцов они крупные, блин. Нету таких здоровых щук здесь, блин. На улице ветер начал меняться туда-сюда. Затянуло тучами и, кажется, потеплело. По крайней мере, лунки не так быстро уже замерзают. И плотва нет-нет, да начала поклевывать. Только вот уже видимости уже 0. Леска уже вся с узлами. Потому что из-за ветра. Че, все, домой собрался? А что их ждать? Оставлю до завтра. А живцов не будешь ловить? Я завтра, наверное, сниму. А завтра сниматься будешь? Наверное, да. Посмотрю. Так, ну. Видеть точно. Люди знают. Кто их знает? Я как бы там не проверили, как бы хочется еще тут покидать тоже, проверить все-таки, может. Не, места много еще, а жерлиц-то больше нет уже. Закидать-то еще можно. До того еще поворота можно спокойно вон кидать. Ну да. Я, наверное, если будет поклевывать, половлю еще. Полчасика, наверное, до темноты. Может, поклюет немножко, чтобы завтра уже живцы были. Если ветер стихнет, если прогноз сейчас посмотрю, если ночь теплая будет, я, наверное, может, и с фонариком поставлю жерлицы. Так, друзья, на улице уже практически полностью стемнело. Плотва ловиться перестала. Я где-то поймал, наверное, штук 10 точно поймал. В общем, решил пройтись по своим жерлицам. Один загар был, вот это второй загар. Пошел, плотвы нету, кто-то украл. Но вымотки не было. Здесь вымотало полностью, так что, возможно, здесь может быть что-нибудь, может быть. Так что давайте смотреть с вами вместе. Вымотало полностью. Пока никто не дергает. Возможно, это сама плотва распустила. Плотва крупная, тоже может такое быть. Хотя вес, пожалуй, покрупнее, чем у плотвы будет. Да нет, скорее всего, это плотва есть. Нет, вот она, щука. Ну, ёшкин кот. Вот так вот. Енскадан. Не зря мы остались до ночи. Все-таки она у нас
клюнуло. Все-таки мы с рыбой, все-таки мы с щукой. Вот она, здоровенная плотва вот в животе. Не зря говорят, щука ночной хищник. Вот, пожалуйста, около килограмма, наверное, где-то. И там одна жерлица была пустая. Ух ты! Почти уже всю леску перегрызла. Поводок короткий, вон, глубоко затянуло, вон, крючок аж где. Вот он, крючок до самого желудка заглотила. Не знаю, как я буду сейчас доставать, но как-то попробуем, попытаемся. Вот она заглотила крючок до самого желудка. Если бы мы не остались, то она, возможно, бы перегрызла леску и могла бы уйти, потому что поводок у меня сантиметров 20, не больше. Так что повезло. И есть вторая щучка зимнего сезона Энскеден. Красота. Так что сейчас в таком случае пойдем наживляем эти две жерлицы и попробуем парочку штук еще добавить. Может быть, еще кто-нибудь вечерком клюнет. Кто знает. Целый день не было сработок, а ночью он, пожалуйста. Ночью они ловятся, получается. Посмотрим. Одна уже есть, Энскеден. Так, ну что, можно, наверное, подводить итоги. Все-таки я не поленился. Всех живцов, что я поймал вечером, насадил, закинул в общем жерлицы. Завтра уже будет надежда. Но сегодняшний улов у нас не изменился. Это вот такая щука, примерно такого же размера, что было 3 дня назад. Вот один окунь и одна плотва более-менее крупная, которая для живца уже была крупная. Она могла бы сделать сработку, ее тоже забрал. Вот такие вот. Порадовала, конечно, все-таки щука. Не зря. За 3 дня было 2 сработки. Попал только окунь. Там не знаю, кто что посрывал. 3-4 сработки было, но щуки не было. А это вот сегодняшний улов. Завтра, надеюсь, что-нибудь да опять будет. Так что надолго не прощаемся. Завтра будет немножко потеплее, чем сегодня. Ну и ветер также будет сильнее. Ладно, увидим. Пока на всех парах дуем в летнюю кухню. Помчались. Хватит. Потрудились, теперь можно и отдохнуть.